Коллектив самой первой ингушской газеты продолжает получать поздравления со столетним юбилеем. Сегодня газетчики в гостях у парламентариев республики, которые охотно уступили первые ряды зала заседаний для юбиляров. Редакторы, руководство газеты, корреспонденты, канцелярия и отдел бухгалтерии. Все без исключения получают поздравления. За годы своей деятельности газета стала настоящей общественной трибуной нашего народа. На протяжении столетий интерес и доверие аудитории к публикациям Сердало сохраняется благодаря журналистскому мастерству автора и грамотной политике руководства газеты. Счастья и благополучия всем вам и вашим родным и близким. Жансурат Аушева, в прошлом депутат Народного собрания Ингушетии 5 и 6 созывов, была сотрудником газеты, когда издательству было ровно в 2 раза меньше. С 72 по 76 основатель Союза журналистов Жансурат Аушева работала редактором в Сердало. Газету можно назвать летописью нашей республики. Она, как и регион, переживала все взлеты и падения Ингушетии. И, несмотря ни на что, продолжала информировать население о жизни субъекта. Это очень громкая, очень большая дата. Вот достаточно и то, какой путь эта газета прошла, и то, что она сохранилась, можно вот такой параллель провести, такую иллюстрацию, что за эти 100 лет, наверное, было очень много газет, которые рождались и умирали. И то, что наша газета вот сегодня празднует 100-летний юбилей, говорит о том, что она представляет собой не просто информационное поле, которое отражает картины мира, разные сферы культуры и так далее, а то, что она нечто большее, особенно для ингушей. Прежде всего, конечно же, я считаю, что газета, вот главное, для меня вот главное в этой газете, то, что она способствует сохранению языка, сохранению национальных традиций, обычаев. Газета «Сердало» – одно из первых изданий не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. Первый номер вышел в свет еще 2 мая 1923 года. За 1 век «Сердало» выпустило около 20 тысяч номеров. цар қахигат газета цани техерч ханс твейк скачич иштхалбац стахан вей бол халба чохал ё артиглор али шулждац ве ханалче ханк хажа паргатуна жени халхарчар хажаче сақдат ханзина жо парату цудо вей адр маладырды техлен вей махул хозагди махул дикагди از газет بول بابو آخ تخی آره قهیگ دو آخ واش بیا بولش بول آخ ستیاز بر واش شی بول خک شهجر کجا واش یان شلاتت از باریگش لات از وی میخ مالدلش دا حال دت газет $1. تسوده است ایلین ادرفت داخل دا وی Сердало ирс халчун масар. Основали газету более века назад советский писатель, ученый, создатель ингушского алфавита Заурбек Мальсагов и один из основателей ингушской литературы, писатель и поэт Тембот Беков. После этого школу редакции прошли не один десяток известных публицистов и писателей региона, политики и общественные деятели. Сохранению ингушского языка во многом мы обязаны именно Сердало. زوازو ليلدر زوازو حنت اختخن جدينا زوازون متك توايج ازوي متك ويغلغ مت طولق جادر تخن Сердало بيش بالبولخ وين جوجب سؤال ارتفت تخن سرد حوش بالبولخ جواغ تشالخني ويقمن ايشج لرخمي بولخ Сердало بيش بر وي متت وي история وي ملوج قمن غلقه تراديция что قداخ ملوجنس حنت يولچخانه تحتمل يولچخانه خوز احتو بولش واش حدش دولش حمن تح بيركت دولش خوز داخل يلش بولخ دبي دال احتو باقلشن.
Идти в ногу со временем, не забывая прошлое. Этой идеей исследуют сотрудники газеты. Сердало выпускается на ингушском и русском языках. Несколько лет у редакции есть свой сайт. Создание первого электронного орфографического словаря родного языка также принадлежит Сердало. Новое руководство нашей редакции и весь коллектив поставили перед собой задачу вывести Сердало на федеральный уровень, чтобы об этой газете, о людях, о которых мы пишем в газете, узнавали все жители нашей великой, замечательной страны России. И нам эта задача удалась. В настоящее время, причем удалась за короткий срок, я вам скажу. Сегодня на газету «Сердало» охотно ссылаются ведущие информационные агентства страны, нас цитируют уважаемые федеральные издания. Но это очень высокое достижение для нас, но мы не собираемся на этом останавливаться. У нас новые задачи, новые цели. Мы еще не раз сможем вас удивить. Вот уже век Сердало освещает все сферы жизни республики. Всем, кто вносит вклад в дело просвещения населения Ингушетии, вручили благодарности и грамоты от Народного собрания Ингушетии. А главное мероприятие, посвященное столетнему юбилею, пройдет в это воскресенье. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.